Я вообще в Wiki-проектах с 2007 года. Был одним из зачинателей Википедии на эрзянском языке. Эрзянский язык — это один из языков финно-угорской группы. В течение года мы выполнили все условия, которые были необходимы для того, чтобы инкубатора вывести язык. И в 2008 году, в мае месяце, языковой комитет фонд Википедии эрзянскую Википедию вывел, и начиная с мая 2008 года, получается, уже сколько, больше 10 лет, эрзянская Википедия есть. Я член Викимедиа.ру с 2017 года, хотя с ребятами я знаком очень давно. Как раз с 2007 года это была одна из первых конференций здесь, в Санкт-Петербурге, где они как раз рассказывали вообще о Wiki-проектах. Вот представьте мир, в котором каждый человек сможет свободно делиться всей суммой накопленных человеческих знаний. И вот викимедийцы как раз говорят о том, что они такой мир строят. Почему? Я в целом об этом скажу. Потому что вот какие цели Викимедиа? То есть это мир, в котором никакие знания не будут утеряны, и они будут доступны всем. То есть вы понимаете, что сейчас мы живем в таком глобальном информационном мире, где при помощи интернета можно найти всевозможные знания, найти статистику и тому подобное. А вот вы когда задумались, например, когда вы вбиваете в поисковиках какую-то информацию, откуда вообще все это берется? Вот до 2007 года, то есть я не русский по национальности, я РЗ по национальности, и когда, например, появился интернет, я в Москве в поисковике набирал какие-то тексты, связанные с языком, я ничего не находил, я не мог понять, почему, как формируется вот эта вот база данных, да, откуда берется вся информация. Так вот, любые поисковики, да, они пользуются глобальной базой знаний, и в частности вот проекты фонда Викимедиа, они формируют, то есть это волонтеры, которые делают это. Вот такой важный факт, например, длительность жизни любого интернет-сайта. Вот небольшой пример. У нас в 2018 году умер один из эрзянских поэтов, Числав Журавлев. У него был шикарный сайт, где он выложил все свои творения, более 10 книг в свободный доступ для того, чтобы люди могли читать, он общался с аудиторией. Человека не стало, буквально через какое-то время не стало человека, который занимался этим сайтом. И спустя полгода доступ к этому сайту просто его нет. Понимаете? А там информация была, и все говорят, а вот кто, все, концов не найдешь. То есть получается, длительность жизни любого интернет-сайта это примерно даже меньше, чем длительность жизни человека. То есть, где гарантия того, что твои наследники, если у тебя есть свой персональный сайт, будут вести этот сайт, проплачивать хостинг, проплачивать доменные имя и тому подобное. Да? То есть обычно несколько десятков лет и сайта нет. Вот для того, чтобы информация не пропадала, надо ее аккумулировать. И аккумулировать каким образом? Аккумулировать ее таким образом, чтобы эта информация была еще в свободном доступе. Вот вы все знаете, любой сайт откроете, да, внизу есть копирайт, что данная информация принадлежит кому-то. И вы не можете использовать данную информацию, которая есть на сайте,
сайте без разрешения правообладателя. То же самое с любым контентом. Это медиа-контент, это аудио, видео, это фотография, это любой текст, это авторское право. И для того, чтобы вот эти препоны брать, есть понятие лицензии с указанием автора, то есть Creative Commons. Вот если, например, у вас есть фотография, и вы выкладываете эту фотографию под свободной лицензией, например, в проекте Wikisklad, Wikicommons, да, то она идет под какой-то лицензией. Вы сами выбираете, там лицензии примерно около 10, в зависимости. Первое, что она авторская, она ваша. И вы можете разрешить, например, ее копировать, вы можете ее разрешить использовать где-то, вы можете ограничить, например, вы не даете права на использование в коммерческих условиях. То есть эту фотографию не будут использовать на баннерах, в каких-то рекламных буклетах и тому подобное. Да? То есть с нее нельзя. В других, в информационных целях, например, эта фотография может использоваться. Есть другая лицензия, где вы не разрешаете, например, людям, которые будут брать эту фотографию, использовать, например, какую-то часть из этой фотографии и тому подобное. То есть этих лицензий есть, то есть это описание этих лицензий есть, но самое главное, что вы разрешаете всем пользоваться. То есть если вы писатель, и у вас есть книга, вы издали эту книгу под этой лицензией, права остаются за вами, но текст могут использовать, люди могут читать. То есть в рамках проекта Wikimedia есть Wikiteka, то есть это библиотека, где есть тексты со свободными правами, со свободной лицензией, где вы можете найти эти тексты. Вот что в целом сейчас движение Wikimedia. Да? Википедия появилась в 2001 году. И каждый участник – это волонтер. То есть эти волонтеры, они вообще глобально во всем мире живут. И разговаривают и пишут на разных языках. Вот если говорить в целом, то это более 20 интернет-ресурсов и около 900 вики-проектов. Языков более 300. То есть, вот, например, на Викисаммите или на Викимане, то есть это глобальная конференция, где собираются викимедисты, там собираются как раз представители всех языков. И знаете, то есть, когда, например, допустим, всегда я думаю, английский язык это, то есть больше всего разговаривают на английском, я всегда считал. Но вот когда ты приезжаешь и видишь, сколько волонтеров, ты понимаешь, что англоговорящие, да, конечно, на английском говорят все, но очень много азиатских стран, где там такое количество языков, и ты понимаешь, что английский язык, он где-то вообще вот там, а мой родной вот здесь, русский вот здесь, понимаете? То есть мы живем в очень глобальном мире, и вот этих проектов очень много. Вот я, например, в анонсе нашего мероприятия говорил, вот каждый 5-й запрос, он приводит к проектам Wikimedia. Вы замечали это? То есть если есть статья конкретного человека, которого вы в поисковике ищете, она индексируется. Почему? Это к вопросу о том, откуда берутся базы данных. Они как раз берутся из проектов. То есть, если есть статья в Википедии на каком-то из языков, она индексируется. Почему? Потому что она индексируется всеми поисковиками. Это круто, понимаете? Какие-то слова, то же самое. Например, если это слово не описано, например, в Википедии, то есть, например, Викисловарь или Викицитарий. Это тоже индексируется, и вы находите. То есть, если вы хотите, чтобы ваш язык развивался, на данный момент, я считаю, это однозначно. То есть, мы сейчас живем в таком мире, где в 22 веке, да, мы хотим, чтобы, например, роботы или информационные системы, либо интеллектуальные сети машин понимали наши языки. Наши языки должны быть в проектах Wikimedia. И чем больше будет описательных статей, больше, например, сейчас вот один из главных проектов, я считаю, это Wikidata, то есть описание всех слов на разных языках. Тогда интеллектуальные машины
Ну и, конечно, партнеры и ЮНЕСКО и тому подобное, то есть вы это видите во многих странах проекты Викимедиа идут в системе образования, особенно вот и на испанском, и на португальском, и немцы. У нас, к сожалению, в России на это иметь лицензию, а, допустим, те, кто занимается проектами Викимедиа, то есть сейчас вот мы плавно будем переходить, да, то есть вот это вот проекты, например, и то, мне кажется, есть какой-то проект, который еще налога здесь нет. Это вот все проекты Викимедиа. Это Википедия, например, да, это Викисклад, Викитека, Викиновости, Викиуниверситет, Викигид, Викидата. Да, помогайте. Ну, это мета, это цитатник. Викигида? Ну, Викивида, да? Вот я не все знаю, потому что как бы во всем это надо еще уметь. Вот венгерский математический лингвист Андрес Карнаев сказал вот так: у языка, не имеющего своей Википедии, шансов нет. И он в принципе прав. Почему? Потому что сейчас даже образование все цифровое, да, вот переход на цифру. Сейчас очень мало читают книг, но читают электронных книг, не ходят в библиотеку, но пользуются какими-то электронными системами, да, и очень много, конечно, современных технологий, которые так или иначе связаны с искусственным интеллектом, а искусственный интеллект не будет понимать какой-то язык, которого в базе данных нет. Поэтому Википедию надо развивать. И вот я расскажу вкратце, значит, волонтеры викимедийцы в России. Вообще территориально делится это следующим образом. То есть на любую территорию в виде страны есть чартер. То есть в России чартер у нас один, он называется Викимедиа.ру. К сожалению, здесь я когда искал логотипы, не нашел, Викимедиа.ру. Чартер он и есть, он зарегистрирован в Минюсте, это некоммерческое партнерство. Они, конечно, занимаются русской Википедией, они занимаются всеми проектами на русском языке, но являются нашим большим братом на территории России для развития всех остальных не чаптеров, а юзер-групп. Юзер-группы могут быть как языковые, так и территориальные. Ну, допустим, языковые, да. Это татарская юзер-группа, это ватаризианская. Значит, первая юзер-группа, которая была на территории России зарегистрирована, это Башкортостан. Они на данный момент у нас в России лидеры по количеству статей, лидеры по качеству статей. Потом я немного про них расскажу. Они в чем лидеры, они молодцы, то есть они поступательные. Они были первыми. В 2017 году эрзианскую юзер-группу зарегистрировал я. Следующие были у нас следующие были татары. Нет, донская группа была, потом были татары. И вот совсем недавно, буквально месяц назад, здесь, в Санкт-Петербурге, был зарегистрирован, значит, Википедия северо-запада России и викимедийцы Санкт-Петербурга. То есть это территориально, но это тематическое. То есть вот это языковые. Это понятно, что они во всех проектах Викимедиа так или иначе популяризируют какую-то тему. Башкортостан, значит, у них башкирский язык и территория народа, и территория Башкирии. Если они пишут на русском языке, и не только, и на английском языке, но у них территория Дона. Дона, то есть это юг России, Краснодарский край. То есть, например, донская Вики-группа, они очень шикарно проводят конкурсы всероссийского масштаба с привлечением спонсоров, в качестве призов и тому подобное. Вообще очень грамотно, молодцы, делают, я не знаю, сколько тысяч статей они уже за последние годы написали. Вот, то есть территориально это вот, на территории России это выглядит так. Вот конкретно, так, съехала, ладно, про башкирскую Википедию. Вот
есть такой феномен, который они нашли в себе, они определенную социальную составляющую в виде, у них появились в виде бабушки, так называемые. Что это значит? То есть они в свое время провели в виде семинар, на которые попали люди уже преклонного возраста, пенсионеры, но вы сами понимаете, человек пенсионного возраста, то есть у него есть огромный опыт в чем? Это либо учителя, это либо научные деятели и тому подобное. И так получилось, что вот эти бабушки, они поняли, что, оказывается, да, то есть у меня сейчас пенсия, кроме огорода там и внуков, никого нет, а оказывается, я учитель башкирского языка, или родного культуры и тому подобное, да, и оказывается, есть Википедия, в которой я могу править, редактировать, писать, фотографировать, выкладывать все это. И понимаете, и у них, получается, по всем районам Башкирии появились вики-клубы именно вики-бабушек. И эти вики-бабушки просто с такой неимоверной скоростью пишут, что когда мы про них узнали, я просто зашел в башкирскую Википедию и там какую-то статью, связанную с химией. Я когда зашел, я по-русски не читал таких статей огромных, расписанных, какой-то гидролиз чего-то, а это на башкирском языке. Вот это реально применение языка, понимаете? И это очень круто, и, например, на Викимане исполнительный директор фонда Викимедиа Катерина Мейер, она прям сказала, что опыт вики-бабушек Башкортостана надо использовать на всей территории, как бы, не только России. То есть на самом деле это очень круто. Люди преклонного возраста имеют огромный опыт того, чтобы свои знания как-то. И плюс это современные технологии, то есть они работают с современными технологиями. Это тоже круто. И как социально это очень, конечно. Что еще очень обязательно должен сказать, вот они работают со списками тысячи обязательных статей. То есть вообще в Википедии есть такое понятие, есть 10 тысяч обязательных статей, которые должны быть во всех языковых разделах. Так вот, на башкирском языке они его прошли. И вот в ближайшее время они даже среди тюркоязычных разделов, то есть тюркский раздел, они даже переводят. Почему? Потому что они просто переводят очень хорошие статьи. И чем, то есть вот этот рейтинг для чего нужен? То есть среди языковых разделов там тоже есть рейтинг. Например, российская Википедия где-то на 100, не знаю, 150 какой-то, мне кажется, давно не смотрел. Но они уже на 36-м месте, представляете, на территории России, то есть только русская Википедия более лидирует, и потом идет только башкирская Википедия. Представляете, то есть это просто феномен, я бы сказал. Так, вот Саха Википедия, якутский язык, по-моему, да. Что тут, ребята? Они были тоже созданы в 2008 году, вот пока у них юзер-группы нету, но они планируют. Они живут очень далеко у нас на севере, но занимаются. И вот у них есть 3 основных пункта, они развивают Википедию, это очень круто. Уже более 12 тысяч статей, то есть они на самом деле даже обогнали Эрзиан, у нас всего там 5700. Да? Они делают Викитеку. Это очень круто. То есть когда есть текст, свободные тексты в Викитеке, это очень круто. То есть они работают с писателями, с поэтами, с современными, либо с их наследниками для того, чтобы тот огромный пласт, который имеется, например, в советское время, там, в 20-30-е годы, очень много на языках народов России было опубликовано и периодики, и вообще
на русском языке, но у нас есть проект многоязычность, то есть на любом другом языке, который есть у нас на территории России, может быть новость, при условии, что она есть на русском языке. И волонтеры, которые на данный момент там где-то порядка 5-7 языков, то есть это башкирский, саха, татарский, эрзянский, появилось на макшанском языке, чувашский еще, наверное, есть. Вот. И, конечно, вот, я считаю, что надо пополнять Викидата. Викидата — это база данных, то есть описание на вашем родном языке всех слов и понятий. Тогда, как только определенная масса, например, 10 тысяч или 100 тысяч слов наберется, тогда, например, могут из этой базы данных, например, Google Translate, Яндекс Translate будет использовать для того, чтобы появились вот эти системы ТТ. Кроме этого, у нас, хочу огромное сказать спасибо Фархату Фархулину, который поделился информацией. Он у нас стал победителем года позапрошлом году за вклад, за то, что он рассказывает о вики-проектах, которые у нас есть на территории России, вообще миру на английском языке, ну, переводчик. Ну и сейчас я передам слово Вячеславу, он расскажет, у нас, кроме этих юзер-групп, есть еще планируется развитие, и поэтому, если вы представитель языка, которого нету, например, в Википедии, можно начинать его в инкубаторе, то есть вынашивать определенным образом и выходить. Это надо делать. Спасибо. Нет, у меня все в порядке. Да, хотел вот социолингвистическую часть добавить, то, что для малых языков и даже крупных республиканских языков Российской Федерации характерна ситуация, которая описывается как фольклоризация. Да? То есть происходит языковое мероприятие, олимпиада по языку, что-то такое, люди одеваются в национальную одежду. Это неплохо, но приводит к такой вот ассоциации. Да? Вот национальная — это когда какая-то отсылка к традиционному быту и так далее. В остальных ситуациях мы пользуемся русским. Развивается так называемая диглосия. Да? Диглосия — это когда люди определились, они двуязычные, но определились, в каких ситуациях они пользуются одним языком, в каких другим. Это тоже само по себе оно неплохо, диглосия много где существует, но именно для сохранения развития этих региональных, особенно более крупных языков, это вредно тем, что язык запихивается в какую-то бытовую такую атмосферу и фольклорную, да? Вот, и ассоциируется, не знаю, с селом, с прошлым, с такими вещами. Поэтому, если говорить именно о вики-проектах, то это один из способов как-то немножко преодолеть эту диглосию и поместить эти языки, менее крупные языки России, так скажем, поместить в ситуации, когда они используются в современном контексте, да, для самых последних технологий, наиболее популярных проектов, таких как наиболее известная Википедия, конечно, но и другие вики-проекты, которые существуют сейчас. Русские вики-новости разрешают публиковать на языках Российской Федерации новости в рамках
часть этого успеха как раз в том, что значительная часть населения там живет в небольших поселениях, в которых долгое время работала полная или почти полная национальная школа, возможно, до сих пор есть. А тогда что до сих пор есть национальные школы, почти полные, там, до 9 или 11 даже класса. Это аналогично в Саха. Но в ряде республик, в частности в Северной Осетии, еще при советской власти, руками этнически осетинских деятелей национальная школа была фактически свернута из в общем-то, лучших побуждений, чтобы улучшить мобильность выпускников, так скажем, да, чтобы они, учась на русском языке, были более совместимыми с системой русскоязычных вузов. Вот. Но современный подход на эту ситуацию, он констатирует, что возможно развитие полного двуязычия. Да? То есть человек может быть грамотен и в родном языке, в национальном языке, и в русском. И на это направлены развивающиеся сейчас, в частности, в Осетии методики полилингвального образования. Ну, если коротко, упрощенно рассказывать, это национальная школа, которая начинается полностью на осетинском языке, продолжается дальше постепенно с переходом на русский, но с сохранением ряда предметов на осетинском вплоть до самых последних классов. Да? Это предметы, по которым нет ЕГЭ. Музыка, вероятно, да? То есть остаются такие какие-то предметы, может быть, менее солидные, да? Но тем не менее важно, чтобы человек сохранял грамотность в родном языке, важно, чтобы язык выполнял именно роль, например, языка преподавания. Да? Тогда компетенция сохраняется с годами. Вот. Потому что очень часто дети в семье говорят на местном языке, даже, может быть, плохо говорят по-русски, попадают в детский сад, уже в детском саду они переключаются и дальше становятся носителями русского языка как первого языка. И отвечают родителям, то есть иногда это так ставится, что прежде всего семья, да? Семья может на это повлиять. Нет, родители говорят им на местном языке, там, на осетинском, на азиатском, они отвечают по-русски уже, все, перешли. Называется языковой сдвиг, с большой вероятностью они уже своим детям даже ни в каком виде не передадут этот язык, потому что они уже переключились на русский. Хотя в раннем детстве еще говорили на местном языке. Вот чтобы как-то бороться с этой ситуацией, она не так иногда и национальные активисты подают, что какая-то уникально российская или связана с какой-то сознательной, злокозненной русификацией. Да? Нет, пожалуй, нет. Просто языковой сдвиг повсюду в мире происходит, связан на части с такой ситуацией глобализации и так далее, с более высокой мобильностью населения сейчас и так далее. И, ну, конечно, там есть такие элементы, как, например, непереводимость ЕГЭ на крупные языки России и другие. Это, да, конечно, тоже влияет на то, что, скажем, родители при возможности выбора национальной школы или школы с преподаванием на русском языке могут предпочитать школу на русском языке, чтобы подготовить детей к ЕГЭ. Их главная цель, конечно, не сохранение языка, это понятно. Да, и тут ясно, что государство, наверное, могло бы что-то сделать в этой сфере, и, может быть, не делать чего-то, чего бы хотели национальные активисты. Да? Но и можно понять вот это нежелание, скажем, переводить ЕГЭ на национальный язык, потому что кто поручится за качество перевода, будет ли одинаково ровно все это переводиться. Да? Тем более это надо очень быстро переводить. Да? То есть приходит материал, видимо, за день до экзамена, люди ночью переводят, при этом никто не слил. Это очень трудно, потому что и так, тем более, на республике разговариваешь, что там это уже подозрительно высокий результат. Если там еще будут переводные экзамены, да, то как? Эта система обрастает новыми слабыми звеньями, поэтому можно понять обе стороны. Сторону, которая хочет, чтобы эти экзамены так проводились, и сторону. Значит, вот, возвращаясь к вот этой ситуации Северного Кавказа, киллер-группам, буквально на днях создана тоже киллер-группа пользователей Северного Кавказа. Она объединяет сразу несколько языковых разделов. Ну, на данный момент в реальности это осетинский, чеченский и лезгинский разделы. Это три крупных языка с
реальные знания кавказцев друг о друге и какая-то задействованность в совместных проектах, она не очень широка, так скажем. Да. И вот юзер-группа северокавказских пользователей Википедии, она пытается преодолеть эту ситуацию и как-то через поддержку друг друга, через проведение совместной работы. Вот сейчас проходит марафон Вики любит Кавказ. Да, тоже участвуют друзьяне. Значит, они переводят из списка кавказских достопримечательностей и географических объектов на вот эти 3 кавказских языка, потом еще на грузинский и азербайджанский эти 2 тоже участвуют, эти 2 сообщества, и христианской Википедии. Честно говоря, насколько я вот смотрю на осетинскую часть, там очень все вредно, то есть этот марафон не зашел пока. Да? Но это конкурс с призами, то есть в принципе люди могут как-то очухаться и хотя бы в таких конкурсах участвовать, когда они могут что-то получить, какой-то памятный приз или там микроденежный приз и так далее. То есть это может быть интересно. Давайте оставим время на вопросы и обсуждения. Хотел сказать о диглоссии и франкуализации, о состоянии дел, что не все так хорошо, как хотелось бы отчитаться. Вот, о том, какие возможные этому причины, то, что говорящих довольно много, но мало кто из них пишет и читает. Скажем, местные ежедневные газеты, тираж был, когда я там жил около 2000 года, 15 тысяч, сейчас уже меньше 10. Все меньше людей там покупают, читают газеты. Вот. Такие вот причины. Ну и плюс Википедия, она позволяет, если есть статья о вашем селе или там о месте, о человеке, который где-то родился, вот есть вариант на русском языке, есть на родном, на русском, появляется статья на английском языке, все, считайте, что эта статья пойдет по всем 300 языковых разделов, она пойдет, будут люди переводить. Потому что волонтерам интересно изучать мир. Они, какое-то село, а давайте я напишу. Напишем. Понимаете, то есть это на самом деле, вот это в интернете как бы не то, что открыто, о наших языках, о наших народах, о нашей культуре, о наших каких-то достопримечательностях будут знать благодаря как бы вот действиям определенных волонтеров. И это здорово. Там все проекты, там Викигид, например, можно описывать исторические, неисторические, вообще все какие-то места. Если вот посмотреть там, ну да, Москва, Петербург еще более-менее описаны в русском Викигиде. А если посмотреть какие-то вообще маленькие города, которые за Уралом живут, да там половина-то даже не написано о городе. Там. Вот хочется еще к этому добавить то, что в русской Википедии, если вы сталкиваетесь, пробовали там редактировать, там очень такая кислотная, агрессивная среда. Если человек приходит туда просто так первый раз и хочет написать, например, о своем внучатом дедушке, который писатель, например, там, в каком-то языке, то он рискует написать статью так, что ее сразу удалят вечером того же дня. Потому что надо ссылаться на источники и так далее. Кроме того, можно написать довольно грамотную статью, хорошо ее оформить, написать там приличное дело. Но она может не попадать в критерии значимости русской Википедии, там это включает тираж, он должен быть хороший у этого писателя. Если это писатель на малом языке, то доказать его значимость прямо это трудно. То есть надо вдохновиться, заниматься этим, например, найти там материал местного телевидения, что он упоминается, что он какой-то важный человек. Вот это реально, но это совсем другой труд. Написать то же самое на родном языке намного проще, тоже критерии значимости, во-первых, работают хуже, потому что никто там пока не ходит, не занимается тем, что удаляет статьи. Да?
А мы делаем, вот мы с башкирами придумали интересную как бы схему, да, у нас Василий любит по схемам работать. То есть, да, русскую Википедию просто так не дадут статью написать. Мы на родном языке, башкиры переводят, чуваши дополняют, удмурты дополняют, все. Есть 3 раздела, тогда мы начинаем работать над русской Википедией. И уже, например, администраторы и редакторы в русской Википедии, они знают, ага, статья есть на 3 уже разделах, есть, значит, она в принципе нужна и на русском языке, потому что у нас вот такая территория, и мы постепенно ее выводим. У нас даже был такой, ну, как бы мини-скандал, когда, допустим, группа ОМИ, московская группа выходцев из Мордовии, поют разные песни, Эрзянский, Макшанский, Шакшанский. Сейчас они уже в Дагестане были, записывали в экспедиции, у них там клип на каком-то, не помню на каком языков Дагестана. И вы понимаете, статья есть на русском языке, ее номинируют на удаление. Говорят, критерии значимости, то есть это не Майкл Джексон, у которого есть ссылки на источники, что это важная персона и тому подобное. Но мы постепенно, как бы, эти сообщества, просто дело в том, что в русской Википедии там уже 1,5 миллиона статей. И пишут иногда, конечно, всякую чушь, и поэтому там все-таки администраторы более жестко к этому относятся, ну и следят за авторским правом, то есть это да, это факт. Ну, вот как раз мы открыли главную страницу Вики новостей, действительно, какие-то русскоязычные новости. В самом верху, верхней пачке вот эти ссылки. Новостей на других языках, вашего сайта, по-башкирски, Саха, Татарча, Удмурты. И в принципе можно выйти на главную, такую главную. Да. Там я еще кое-что открывал, можешь показать, если... Вот вы видите эти последние новости, что они не каждый день, но в то же время их легко найти. И это Вики новости, они отлично, супер круто индексируются в Google. Да? И тоже особенно И большой плюс, вот смотрите, допустим, для того, чтобы опубликовать новость вам в какой-то СМИ, то есть вы пишете на русском языке, да, и чтобы опубликовать, например, там, московский комсомолец, ну, не возьмут вашу статью, да, я думаю, что не каждого возьмут, да, надо быть профессиональным журналистом и тому подобное, да. Здесь, пожалуйста, эта платформа, она позволяет, это не является средством массовой информации, да, но вы можете публиковать, то есть это платформа, которая может позволять вам, грубо говоря, публиковаться и на родном языке в том числе. И самое главное, что вот проекты вообще фонда Викимедиа, все эти проекты, они вот в этой в цифровом мире так уже закручены, что их уже не вернешь назад. Во-первых, все эти сайты, они будут жить после нас. То есть не получится, вот помните слайд, что в среднем интернет-сайт живет там меньше, чем персона, допустим. Да? Здесь этого не будет. Почему? Потому что как бы это глобальный мир. Все IT-компании помогают волонтерам фонда, да, и технически, и деньгами для того, чтобы информация как бы обновлялась, информация появлялась новая и тому подобное. Да. Плюс, вот я что еще хотел показать, как, например, видно. Вот смотрите. Вот, например, статья. Вернее, вот фотография. Если мы смотрим, у этой фотографии есть разные языковые разделы. Вот видите, здесь есть описание на польском и на английском. Это позволяет, например, сейчас покажу, что делать. Например, Фархад Фархулин в свое время придумал проект изображения дня. Вот видите, мы даем изображение дня на азиатском языке, и есть еще
в течение года 365 фотографий, и они все разные. И они все подписаны, допустим, на эрзянском языке. То есть вот я сейчас зашел в статистику посмотреть, сколько я уже там за последние несколько лет перевел эти, представьте, 2 года, то есть 2 года это 365 умножить на 2. Да? Тем самым, то есть эта фотография, если мы ее открываем, да, здесь есть перечень языков, на которые она переведена. Когда вы загружаете фотографию в свободном доступе, вы можете ее писать на любом из языков, которые вы знаете. Но желательно, чтобы английский тоже был. Иначе просто, если у вас шикарная фотография с вашего национального праздника, да, там все это красиво, она может быть номинирована на изображение дня, например, да, но если нет описания на английском языке, то ее никто не возьмет, потому что непонятно, что, где, когда и почему. Да. И это очень важно, то есть это позволяет развивать применительно, потому что там не просто про культуру, то есть, например, переводятся всевозможные там, технические тексты, всевозможные схемы, то есть это на самом деле применение языка уже конкретно в современном мире. Это круто. Я считаю, что это круто, да. Такой вопрос. Если с ноября количество интернета, скажем так, изменится, ничего из этой базы не пострадает? А что там? Да, слушайте, это очередная опять. Что там должно измениться? Я даже не знаю, честно говоря. Ну, скажем, Роскомнадзор, приватизация, что будет сделать интернет именно российским? Да Они делают интернет устойчивым к тому, чтобы ему отключили американский DNS. Это нужно делать, я не знаю, зачем ему дистрибуцию этим. То есть нужно сделать такой интернет, который будет продолжать существовать, когда американский DNS ему обрежут. Тем не менее, сайты будут открываться. Это важная вещь. Потому что, конечно, это же все так глобально. Вы думаете, Яндекс откуда берет? Более того, права Википедии в чем важно, что она открытая. Есть эти копии, можно поставить на российский сервер и продолжить дальше работу, даже если будет полностью железная стена. Да. Вот это тут такой юридически важный момент. Можно ее сделать в любой момент, из нее Да именно, да. дальше. Ну да, есть страны, где Википедия не открывается. Да, в Турции, например, она где-то в Китае? Нет, в Китае, по-моему, открывается, а в Турции Турция она заблокирована. довольно долго. И на самом деле, здесь тоже вопрос, когда мы про Вики-новости. Я точно знаю, что совсем недавно болгарские Вики-новости были по решению фонда закрыты из-за того, что не активны пользователи. Болгарские, на болгарские. Да. И вот Саша Красоткин, который один из админов как раз Вики-новостей России, он предложил болгарам, давайте будете выходить в проекте многоязычность, просто делайте то же самое. То есть если ребята захотят, то они просто продолжат. За недостаток активности? Да, якобы. Ну, прям там решение фонда, и им давали там полгода на размышления, потом. Вот. И плюс в чем в каждом языковом сообществе есть свои правила. То есть в русской Википедии почему тяжело написать, потому что они не то, что прям жесткие правила, они все у нас, конечно, унифицированы, да, согласно 5 там, основным столбам, как надо написать эту статью. Там есть определенные правила. Просто, например, я видел, например, как у админов русской Википедии каждые 3 или каждые 5 минут выходит новая статья, и они должны ее проверить на соответствие. Да? Вот я как админ эрзянской Википедии, я вот сижу, и в течение дня, если я не напишу, не переведу, то ничего не появится. Да? То есть у нас, например, активность эрзянской юзер-группы, у нас основная масса, вот у нас в этом году только появился человек, который пишет в нашу Википедию, который живет на территории, где эрзянский язык является одним из государственных, то есть он живет в Саранске. Остальные, то есть я, например, Татьяна, мы живем в Санкт-Петербурге. Еще
еще один пользователь, тоже в Санкт-Петербурге, кто-то живет в Хельсинки, да? То есть, ну, знают язык и тому подобное. То есть, и вот, например, Слава тоже, да, то есть он и как бы не родной для него язык, но это просто делают волонтеры, которые, ну, владеют языком, они делают, например, в одно и то же время там Рязанская и Макшанская появилась в Википедии, а, например, где-то полгода назад вышло постановление, предупреждение, вернее, одному из последних админов Макшанской Википедии, он не активен в течение полугода. Вот он ничего, он даже запятую не поправил, пришло уведомление, если вы в течение там какого-то времени не зайдете и не будете активны, мы снимем с вас вообще флаг администратора. То есть я когда захожу, я вижу, что у них Википедия вообще не появляется. То есть это говорит о том, что сообщество должно работать в этом направлении. Хорошо, что кто-то следит за этим. Ну да. Как-то подсвечивает. Да. Вот такие вот дела. Так что применительно к вам еще повторим, вот, что и как надо. Если на Ютубе вы выкладываете что-то, у Ютуба есть две лицензии. У них есть своя лицензия ютубовская и лицензия, которая Creative Commons. Выкладываете все видео под Creative Commons. Авторство за вами, это видео могут люди копировать и распространять. Социальные сети. Выкладывая фотографию, вообще текст, фотографию, ВКонтакт, Facebook, вы тем самым передаете авторские права Mail.ru, либо Facebook, ну, кто держит Facebook? Супер-компания, да? Вот это надо помнить. Большинство, например, даже вот у нас рязаноязычные, вот они, случилось у них там, не знаю, праздник какой-то локальный, маленький, в селе, да, они пишут такой небольшой текст и фотографию выкладывают в ВКонтакте. Говорят, ну этого достаточно, мы не будем никакие новости. Почему? Во-первых, в социальных сетях это все забывается. Вот все забывается. Лента прокрутилась, и вы никогда не найдете те новости, которые были у кого-то где-то ВКонтакте. Плюс, еще раз говорю, выкладывая фото, видео, вообще текст ВКонтакте, вы передаете авторскую право. Это в лицензионном соглашении, когда вы регистрируетесь в социальных сетях, там прямо написано, все, что вы публикуете, это уже не ваше. Поэтому здесь тоже это юридический момент. Например, публикуя там Вики-новости, либо загружая фотографии, просто загружая фотографию на Вики-склад, неважно, главное, чтобы это ваша фотография была. Вы не можете чужую фотографию выложить. Если вы выкладываете чужую фотографию, у вас должно быть письменное разрешение, потому что вы должны указать автора и источника этой фотографии. Если это ваша, вы при загрузке фотографии вы указываете «моя фотография», то, что вы залогинены и тому подобное. Если не ваша, вы пишете «не моя», админы потом будут вас спрашивать, чья фотография, то есть если письменное разрешение и тому подобное. Но это и с текстами то же самое. То есть, надо работать и с писателями, и с современными, и несовременными, и кого уже, может быть, нет в живых, с наследниками, для того, чтобы эти тексты как-то работали для общественности. Их надо выкладывать на Викитеку. Есть люди, которые этим интересуются, и зарубежа очень много интересуются. Это не то, что... это открытый мир, то есть, да, о нас, вообще о нашей культуре, о нашей жизни будут знать люди там со всего мира. Это круто, я считаю. Это надо развивать, пускай вот такими маленькими шажками, но надо развивать. Спасибо. Есть вопрос? Можно вопрос? Да. Наверняка есть статистика по предпочитаемости, например, если есть какая-то статья на русском, на английском, на родном языке, какой количество, люди предпочитают читать, да, есть. И какова она? Это вот надо прям заходить и смотреть. Какая стратегия более выигрышна для того, чтобы увеличить количество людей, которые читают на родном языке? Это написание статьи, например, перевод какие-то общие явления, как гидролиз, или написание статьи про какие-то смотрите, здесь можно изучать, но я могу сказать, что в проектах Викимедиа статистика открытая, ее может посмотреть каждый. Есть инструменты, которые анализируют по языковым разделам, либо не по языковым разделам. Плюс, например, если возьмем Вики-новости,
И вы можете посмотреть, какое посещение, например, там, за какое время, да. Это раз. А по статьям именно в Википедии, в любом языковом разделе, есть тоже инструменты, которые могут, прям конкретная статья. Вот мы, например, смотрим по Эрсянской, что заходит, например, в статью там, английский язык, либо там Америка. И удивительно, что почему заходит. Вот именно в Эрсянской Википедии. Хотя статья, например, про Америку, она очень, ну, такая очень простая, маленькая, совсем небольшая. И я всегда возникал, почему? Ответа нет, потому что не пишут, почему люди заходят и читают именно эту статью. Но есть какая-то корреляция? Чем больше написано на каком-то языке, тем больше и читают. Вот честно, я не встречался на какой-то из этих конференций, подобные темы поднимались, и, вот, например, на последней российской, которая была месяц назад, в начале октября в Москве, был представитель фонда, который говорит на русском языке, он из Израиля. Вот он нам рассказывал, как глобально по Российской Федерации, в зависимости от региона, какие статьи больше читают. И он прям доказал, что, допустим, в Татарстане больше читают и любят читать, например, про там, главу Татарстана, ну, то есть вот какие-то такие-то, либо в зависимости от каких-то мероприятий. То есть вот в прошлом году был Мундиаль, да, и вот все, там, сколько, 4-5 городов, то есть Санкт-Петербург, Москва, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, они были в топе, и все футбольные были в топе. То есть здесь просто надо, чтобы был исследователь, и это можно через вот эти тулсы найти. Там вся статистика, она заходит и лежит. Можно посмотреть, сколько раз ее смотрели, сколько редактировали и тому подобное. То есть это все есть. Просто вопрос, где найти? Тулсы есть.